Собрался я, ребята, на охоту, на утиную охоту, недалеко от села. Сейчас поедем на машине до речки, перевезем лодку, перевезем моторку, а там сядем в лодку и поедем. Вот смотрите, мы находимся сейчас в центре села, и в каком состоянии село. Только мы видим лампочки на сотовых вышках. От сотовых телефонов вышки там 3 штуки, наверное, стоит. И все село во тьме. Только вечером на пару часов свет включают, и то как-то не вовремя. Вроде как поздно включают. А свет нужен в селе. Раньше как? Мы когда росли, пацанами были до 90-х, на каждых лампочках обычные, на каждых столбах обычные лампочки. С мелкими, маленькими киловаттами там лампочки, и всю ночь. Скажем, через каждые 300 метров хотя бы лампочка нужна, потому что если вдруг приспичит человеку там бежать в больницу или еще куда, к соседям или еще куда, тьма. Сейчас вот я выключу свет, вот смотрите, ничего не видно. Так что вообще не уважают деревенских, или кто в селе живет, или в деревнях. О деревнях уже страшно говорить, там их людьми вообще не считают. Наше село не такое уже маленькое, и тоже тьма. Утром, вот я не знаю во сколько, не могу сказать, сейчас вот 3 часа ночи, я вот еду на речку, вот на переправе там одна лампочка горит. Сейчас немножко покажу. Вон, или 2 может. Вон одна лампочка. Переправа. И то, раньше лампочки не было, пока человек на лодке не потонул, человек на мосту не потонул. Как бы там отмечали что-то на другом берегу тоже. У родных, там тоже несколько домов. И когда он обратно домой шел, он, наверное, там и упал с моста и все, утонул. Также и сейчас вот одна лампочка только. Смотрите, вот тьма. Как в тайге за 100 километров. Еще контрольные лампочки возле котельной там. И чуть-чуть, наверное, я рановато, я выехал сегодня что-то. Вообще облачно. Вчера вечером, посмотри, какая лужа. Здесь мост должен быть. Прозрачная вода, мост есть. И вчера вечером было безоблачно, и заморозки, думал, будут. А вон как погода поменялась, и как-то и вроде как для охоты нормально. Сейчас будем смотреть, что-то будет или нет. Уже несколько раз тоже выходил на охоту от села, но нету пока уток, не было. Поглядим сегодня уже 22 сентября. Так, здесь я еще весло возьму под будкой, с будкой там лежит, и будем подниматься. До рассвета надо подняться до места охоты, и там будем ждать уток. Постреляем, может. Вчера или позавчера я приходил к речке, здесь воды еще не было. Вода уже заходит в село. Вон как. Все в воде. Вода прибывает. Вот мы на месте. Ребят, у меня уже моторка на лодке. Установил уже. Сейчас чуть-чуть подожду, минут 5, может больше чуть-чуть, может 10. Посижу в машине, потому что на улице ветер что-то у нас поднялся. И совсем темно. Чуть-чуть надо, по времени не угадал, чуть-чуть придется подождать. И в путь. Там уже как остановлюсь, как начнет расцветать. Если будут утки, конечно, будем дальше снимать. Так что не выключайтесь, не переключайтесь. И
Подождем, какая охота будет. Будем надеяться, что положительной. Сидим, ждем. И поехали. Ребята, утренняя зорька, можно сказать, уже закончился, уже расцвело полностью. И перед тем, как обратно уехать, я сейчас схожу и проверю еще одно озеро. Тут недалеко, примерно с полкилометра, наверное. За утро я сделал 2 выстрела. Не знаю, удалось нет заснять на экшн камеру там. Немножко так перелет, можно сказать, был очень маленький. Несколько налетов было. И в стороне еще пару раз пролетели утки. Но уток мало. Выше стреляли, ниже стреляли также. И за лето глаза, наверное, у меня совсем кривые стали. Что-то прицеливаясь, стреляю. Но и первый выстрел вообще идеальный. Так расстояние вообще близко. Не больше 30 метров было. И такая партия налетела, выстрел и промазал. Наверное, не так прицелился. Спонтанно так получилось. Хотя предупредили, там выше меня, где-то метров 200 выше человек стоял. И он заранее крикнул, предупредил, что летят утки. Но я там пока возился с камерой, нацеплял голову там. И в тот момент начали лететь. Выстрел и промазал. И второй выстрел я сделал еще как сказать, сперва партия поднималась. Я пропустил эту партию, расстояние как-то не понравилось мне. И еще одиночка, наверное, подранок, я думаю. Потому что ниже стреляли передо мной. И подранок этот был, как думаю, я вдогонку еще один выстрел делал и дальше улетел куда-то в сторону Алексеевки. Она куда-то упадет. Так, недалеко тут уже, в принципе, осталось. Сейчас проверим озеро и обратно поедем. Главное найти, все заросло тут тоже. Тропинку найду. Вон она. Вроде эта тропинка наша. По этой тропинке пойдем. Пока, ребят, тишина. Один конец проверил. Сейчас на середину еще схожу. От середины там посмотрим. Отличное озеро, но...
Вроде как добыл. Вроде как добыл. Нет, еще плавает. Ничего, так пострелял я, ребята. И все равно идет. Нифига тут. Все. И все равно идет. Надоело стрелять. Действительно. Где он? Подранок. Сейчас будет нырять. Ну, вон идет дальше. Ушла утка. Настрелялся я вообще. Вон он. Вон. Подранок, блин. Крепкая такая, блин. Сейчас вышла на середину озера. И к нему подходить тоже вон. Преграда у меня такая. Здесь сыро. Да, вот попал я. Дробь так легла на утку. Каждый выстрел он так хорошо. Попадания хорошие были, но вот, видишь, что-то у нее заклинило, там сидит. О, крылья все перебиты там у него. Не знаю, что делать, где-то должна быть лодка. И надо сперва где-то вот перейти это место. Пока я подкрадывался, утка погибла, все. Можно сказать, мы его добыли. Конечно, не одним патроном обошлась на все. Вот так и умирают, в общем, стреляешь, и они улетают или еще ныряют, потом погибают. А этого надо доставать. Первая утка осенняя у нас. Банок. Или мы это турунчаш. Ну что, ребята, первый мой трофей, вот. Вот она, первая утка. Нырковая утка. Чернить или, я не знаю кто, чернить, наверное, молодой даже.
И несколько раз пришлось стрелять. И как назло, ребята, у меня экшн-камера была на голове. И я заметил утку. Он насторожился, эта утка насторожилась. И как бы даже не успел я включить эту экшн-камеру. И пришлось стрелять. Стрелял несколько раз. Но вот я думал. И главное, он плыл еще дальше от меня. Как бы подранился. И через 2-3 минуты она сама дошла вообще. И что еще сказать? Я доволен. Утренняя зорька удалась, моя первая охота на утку. Не первая, но первый трофей. Так что все впереди еще. Отличная утка, отличная охота. Еще хочу показать, вот за утро я выстрелил 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 патронов. 2 патрона в лед я стрелял, 2 у меня в стволе и 5 патронов подстрелил эту утку. 5 выстрелов я сделал этой утке. Считайте, одна утка, получается, в среднем патрон стоит 20 рублей. 20 рублей на 5. Еще 2. 140 рублей. 140 рублей это утка. Так что выводы делайте сами. Просто интерес, но на уток, конечно, больше затрат. Не считая только, это считая только выстрелы. А некоторые охотники там тратят на чучела. Тратятся на чучела. Еще какие-то моторы всякие разные покупают. Иномарки. Крутые лодки. Шмотки. Считай, такая сумма получается. Но интересно, захватывающе. Если человек болен охотой, его ничто не будет держать. Никакая сумма, ничего. Вот так вот. Ну, охота есть охота. У кого рыбалка, у кого охота. Все чем-то больные. Все, будем одеваться и обратно пойдем. Дальше уже на это озеро толка нету идти. В принципе, это озеро тоже как скоба. Но здесь тоже сыро. Здесь сыро тоже идти. Тропинка уже тоже набита, вон охотники. Но в основном рыбаки здесь ходят. Потому что это возле села, недалеко от села, это озеро. И самое рыбное озеро, можно сказать. Здесь карасей ведрами ловят, и нескончаемое количество тут этих карасей. Мелкие, конечно, но много их. Очень много. Бесполезно, чтобы, вот, скажем, всю рыбу поймать, это невозможно. Много их. Много. Это кормовое озеро, которое нас кормит, людей, кто рыбачит. Там еще дальше совсем большое озеро, там несколько километров тоже это озеро. И там, конечно, карасей мало когда встретишь, но там ассорти всякая рыба. Но это озеро в основном арендуют люди, я не знаю почему, для чего. И сетями нельзя ловить. Какое там правило. Не знаю, может зимой, если получится окушков ловить, приедем, посмотрим, порыбачим. Сейчас собираемся и обратно к лодке и будем спускаться. Я уже возле реки, возле своей лодки. Вон у меня стоит лодка недалеко, метров 17-20 может от силы. И уже буду собирать вещи. Вот здесь я сидел, вот мои вещи, стульчик, рюкзак, штатив, на всякий случай еще брал. Но так, к сожалению, не удалось заснять нормально возле реки охоту. Все, собираюсь и поеду. И как всегда, всем спасибо, кто досмотрел этот очередной фильм про охоту. А на сегодня все. Всем пока и до новых встреч на природе в Коми. А нам только остается завести мотор и
поехать обратно домой. Утренняя зорька закончилась. Пока. Ну вот и все, приехали.